حنيت واقوا حنيتسا يا خاطر دожери خاطر штиqi дахшан ханца. И такие ошибки сплошь да рядом. Ингушский филолог Мака Наурузова за решение этой проблемы взялась основательно. Молодой педагог открыла страницу в сети Инстаграм и там выкладывает войны, где исправляют ошибки в произношении и склонении ингушских слов. В видео попадают предложения, которые чаще всего звучат в обществе на ингушском языке и зачастую произносят их неправильно. Очень актуальна тема развития языка, поэтому мы взяли этот проект. А ошибки они экспромтом у нас записываются, потому что я могу прийти в колледж и с утра их услышать столько ошибок, да, и мы выходим с камерой, с телефоном, подключаем микрофон и сразу на ходу придумаем фразы и записываем. Короткие ролики уже получили популярность в интернете. У страницы «Галат», что в переводе с ингушского «ошибка», за год набралось свыше 12 тысяч подписчиков. Флешмоб «Галат Ишцербол» довольно быстро стал вирусным и притянул внимание жителей республики. Научить правильно выражать свои мысли на родном языке – вот главная цель проекта. Противопоставляем правильное произношение форм, каких-то языковых форм, грамматических, да, и неправильному произношению. Таким образом мы отражаем поведение носителя языка. То есть мы хотим показать, как ведут себя носители языка, чтобы они увидели себя со стороны. Таким образом исправляем их уж сразу же. Этот проект Мака Наурузова намерена презентовать на следующем молодежном форуме «Машук». Кроме энтузиазма и желания, съемка и монтаж видеороликов требует и определенных финансовых затрат. Их должна покрыть грантовая помощь. Это большой стартап для тех молодых людей, которые начинают большой путь саморазвития. И вот если ты открываешь перед собой направление, ты, если хочешь развития в этом направлении, естественно, тебе очень важно принять участие в мероприятиях такого рода. Это не первый проект молодежного педагога. В 2019 году Мака уже защищала на Машуке проект «Бомби». Эта площадка для детей, и направлена она на сохранение в школьной среде ингушского языка, который дети понемногу забывают. С помощью детских стихов автор проекта пытается увеличить носителей родной речи. Я запустила онлайн-проект в Инстаграм, то есть конкурс на лучшее выразительное чтение стихов из этих сборников, и по которым мы отбираем лучших чтецов среди детей. У нас есть постоянные родители, да, которые приходят, постоянные дети, которые посещают площадку. У нас сейчас большая площадка появилась, ДК, и мы там реализовываем все свои планы, которые входят в программу «Бомби». Это мастер-классы, викторины, какие-то театральные постановки, тоже на ингушском языке, и все же по нашим книгам. Конечно, мы пользуемся книжками классиков, для нас это тоже, то есть очень важно, чтобы дети еще приобщались и к классике. Проект «Бомби» за 2 года провел 5 конкурсов с участием до 45 детей в каждом. А значит, около 200 ребят стали чуточку ближе к своему родному языку. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев, Новости 24.